Привет, друзья! С вами одинокий Джейсон. Дня я вас знакомил об ингушском плагиате, если быть точнее, воровстве ингушами чеченских мелодий. И это не просто какие-то простые ингуши без имен, вот это, там присутствуют большие имена: композитор Ева Мальцагова, композитор поэта Хамхоева. И вот очень громкие имена Ахмеда Хамхоева разбрасывать, еще какие-то вот Тамара Егендиева там тоже присутствует. И когда она успела стать певицей, тоже вопрос риторический, хотя мы все его знаем по фильмам советские годы, знаем, это прекрасный талант ингушской актрисы. Хотя вот эти мы можем признать талант этих людей. Вот актеры, они очень талановитые, очень плодовитые. Вот актерство, вот национальное их, скорее всего, это и национальное, как сказать, можно сказать, национальное достояние, давайте скажем, чтобы не оскорбить тонких думающих ингушей. Речь не об этом, речь пойдет сегодня о великом чеченском певце, композиторе, поэте Ибране Германовиче Усманову, который за свою жизнь создал очень много великолепных стихов, песен. И многие вот эти композиции очень популярны не только у нас, среди наших чеченских мужчин на Северном Кавказе, и за Кавказе, в Грузии, везде. И вот одна эта песня «Маликия», вы знаете, да, и вот она гремит на весь мир. И еще вот «Сен дай бяхна латта» тоже композиция, но она коротко называется «Даймох» или «Сен даймох», «Даймох». В Ютубе раньше вы видели, я видел музыкальные, вот она так и пишется, «Вечная мелодия Даймох». И вот это все чеченцы сразу узнают в этом, это песня вот этого Ибрана Усманова «Сен дай бяхна латта». И давайте сейчас, почему я сегодня вот так выхожу, потому что мне YouTube прислал предупреждение, что я использую авторские права и песню, которая принадлежит другим авторам. Я не утверждал в этой ролике, что я являюсь автором этих песен, или певцом, или композитором. Нет такого утверждения. Просто я использовал по акту, тоже YouTube присутствует акт, я имею право пользоваться, если я в просветительских целях или для учебы, или что-то такое я могу использовать, поэтому я использую. Я ожидал, что мне придет письмо вот этот от грузинского телекомпании медиа, где я использовал их фрагмент группы грузинской бани, где они пели Малику на грузинском телевидении. Но медиа там ни при чем. И вы посмотрите сам, что мне пришло. YouTube прислал мне предупреждение на мой email, что я, видите, сверху написано: видео не может быть монетизировано, зачем ингушам присылать чеченскому видео. И они на английском языке написали: привет, Джейсон, ты в твоем вот этом видео присутствуют авторские права, и оно просто идет предупреждение, не само заблокировано, а предупреждение. И использованные контенты. Вот смотрите, первый контент, который я использовал, права нарушил, исполнил, показав, не исполнил, а показал чеченские песни Малика, исполнение группы Бани. И какое мое было удивление, когда типа группа Бани, я их нарушил, их не права. Вот это интересно. А интересно, они эту песню написали, они эту музыку сочинили. Да, перепели, они могут перепеть и песню Папуа Новой Гвинеи, это не значит, что грузины становятся, эти папуасы Новой Гвинеи становятся грузинами. Это какое-то ингушское что-то, вот. И зря эти ингуши тяготеют вот этим грузинам. И я сперва порадовал, раньше я слушал эту песню, мне тоже один знакомый чеченец, смотри, грузинцы поют наши чеченские песни. Мне тоже это очень понравилось. То, что они меня зацепило, что они припев
на чеченском языке поют. И вот я подумал, что какие они приличные грузины, молодцы, ребят, молодой парень, родившийся, я не знаю, когда он родился, в конце 90-х и начале 2000-х. Это солист этой группы, который поет все это. Молодой парень, лет 30 ему нет. И вот это, оказывается, это его произведение, его сочинение, когда Имран Усманов, 15-летним подростком его в школе сочинил там девушки, скажем, влюбился в девушку, вот он его сочинил для этой девушки. Это 60-е годы, и где сколько лет? Там 50-60 лет после этого прошло, и вот какая-то грузинская группа заявила об этих правах. Но это одна беда. Вторая беда, смотрите снизу. И то же самое ингуши заявили. Элло музыка, я не знаю, что это Элло музыка. Я знаю Элло. Есть в Ютубе такая платформа для музыкантов, где они могут монетизировать свой доход. Вот обычно русскоязычные музыканты, не только с России, с Украины, с Молдовы, со всех вот этих краев и даже, может, Америки. Русскоязычные, вот Элло, как Эво, это тоже есть Эво, и вот они копируют их. И 2005 года этот бренд существует. И на данный момент у него почти 6 миллионов подписчиков и 6 миллиардов, больше 6 миллиардов просмотров. Это большой массив, почти 9 тысяч видео на их канале. И мы даже можем, прежде чем подойти к этим ингушам, вот Элло Музык, и вот это сейчас посмотрим официальную страницу Элло на Ютубе, вот эта официальная страница Элло, смотрите. Девушки такие, тут очень много песен, которые сейчас, видите, основное, если смотреть видео, вот тут сделать и популярные, русские популярные, очень много популярных русских песен. Смотрите, вот это вы знаете, Виагра, Миагра, сколько миллионов просмотров. Вот на русском языке Сати Казанова, Полина Гагарина. И вот сейчас они, так как этот канал разошелся, миллиардные просмотры, и многие западные, малоизвестные певцы тоже туда помещают это видео. И вот среди них должно было быть вот это ингушская война Хсол, которая вообще без музыкального сопровождения, без вот это понятно, это ролики, музыкальные ролики, это не просто, это большая режиссерская работа, и вот, скорее всего, Элло, тут права на Элло стоят, но это какой-то ингуши придумали, добавили музыки, и вот какой-то лохотрон придумали, чтобы заявить об этом права. Вряд ли такая солидная компания, как Элло, им позволила бы вот это, что такое. Вы сейчас увидите, что это такое. И вот, конечно, музыка прекрасна, она чеченская, но вы вот этот клип вы увидите, поймете, что это такое. Но давайте сейчас я снова вот вам покажу, чтобы не быть голословным. Вот ингушская война Хсол. Сейчас посмотрим, где это война Хсол. Сейчас вот тут, смотрите, сразу ингуш. Сейчас, чтобы не быть голословным, смотрите, я по-бысски скопировал с моего почтового ящика вот этот ингушская война Хсол и ввел туда в YouTube. И вот что выходит? В YouTube выходит вот эта война Хсол, не на Элло музыка она не выходит. И какой-то потустороннего сайта. И давайте послушаем, что такое я нарушил у ингушей, что они решили на меня подать жалобу.
как вы поняли, это никакая ингушская музыка, это чеченская песня «Сейдайн Бяхна Лата», переводится как «Даймок», «Сэн Даймок», некоторые переводят, или «Даймок» переводят. И посмотрим, откуда они взяли в этой песне, это звучание, откуда они взяли. 15-16, я не знаю, сколько лет тому назад в Ютубе появилась эта музыка. Сейчас мы посмотрим, вот этот, откуда они его взяли. Короче, вы видите, да, там в ролике, скорее всего, чеченец поместил, в Веденской горе, там двух-трех позиций, села Эрсиной горе, там видны Веденские, и где-то как это шлем, вот это богатыря, вот это напоминает, вот это, который ровная скала, вот это было, и еще вот эту сторону, как я знаю, тоже эти горы были там, сведено, здесь не видно, были видны. И вот это, скорее, это чеченские, 15 лет, до 2015 года это появился, да, Хавакас написано, и вот она поместила, оттуда ингуши вот откуда она взяла, тоже сейчас мы посмотрим. Вот это в Ютубе появился давно, вот этот ролик. Не сама стихи и слова, а вот музыкальное сопровождение. И сейчас мы тоже посмотрим. Смотрите, то же самое Сэндай Бяхлата, тоже YouTube. Это автоматически они 5 лет тому назад сделали. Это YouTube сам автоматическая тема Даймок. И вот они, вот эта песня чеченская, на чеченском языке написана, Сейдай Бяхлата. Мы можем тоже послушать. Вот потом мы оригинал, вот, Эмиран Усмана послушаем. Давайте теперь вот это послушаем. Вы слышали, да? Это тоже чеченское исполнение. Это
Ногчи ансамбль. Вот и чеченский ансамбль, тема, ну, тоже вот это. И сейчас мы посмотрим оригинал. По фрагментам я вам показываю, чтобы потом вы поняли. Вы знаете, да, этот Элло Муск, никакого отношения эта музыка к ингушам не имеет. И подавно его сочинил Имран Усманов, чеченский поэт, композитор. Эта песня тоже он композицию сочинил. По-моему, вот это, вот именно стихи вот этой композиции какой-то известный чеченский поэт написал. Если тут внимательно внизу посмотреть, там можно было. Но это Имран Усманов, то же самое. И сейчас мы дойдем вот этой композиции. Вот Имран Усманов сейчас посмотрим. Ищем детей на бесплатное занятие по ментальной Ну, вы слышали, да? И смотрите, самое интересное, вот это ингушское, посмотрите, сейчас я вам покажу камеры, смотрите, снизу, видите, вот это ингушсо, вот эта песня, которая ингуши, и даже вот я Имран Усману поставил, и вот это его песня, смотрите, снизу она показывает, YouTube сам подбирает эту музыку, видите, Вайнахсо пришло там ингушское. Это та же самая песня, поэтому YouTube, алгоритмы YouTube вот такие, что они показывают сразу вот это. Ну, вот такое. Конечно, они большие красавчики, сказать сложно, конечно, но это такое. Это нечестная игра, подлость, она, знаете, эти национальные черты этих людей, наверное. Ингушами их назвать тоже очень сложно, потому что есть порядочные, там очень много таких хороших ребят. И эти ингушеговорящие, непонятно откуда взявшиеся, в миксе вот этих казаков, этих осетин, грузин, вот они утверждаются в наше время. И вот что это такое с этими видео, я сегодня закончу. Постоянно какие-то у меня вот эти условности, и мне очень сложно все это записывать. Техникам это хромает, конечно. Купил этот компьютер дорогущий, и вот я не знаю, вот она отключает, постоянно отключает. Там был вот этот, я последний вот этот интернет Explorer поставил, и вот они мне предложили 11 последний модель, я идиот согласился, поэтому вот она постоянно отключается. Вот тоже такой. Конечно, это очень нагнетает вот такие проблемы. Но все равно от этого мой рассказ, смотрите, снова отключился. Что это такое? Отключается. Что она такое? Что хочет? Вот такие несчастья меня преследуют из-за этих ингушей. Вот даже компьютер отказывается теперь у меня раскрывать эти козни ингушей. Вот такие они нехорошие. Может переключиться на погоду. Давайте я от этого компьютера уйду. Сейчас погода. Вот это горе вам помешает. Как сказал великий поэт, что может быть лучше Кавказских гор? Только горы. Вот наша красота, наша природа, богатство, вот фольклор. Знаете, это не должно было быть в наше время вот притязаниями. И мы не должны сейчас бы рассказывать вот
кто-то украл, что-то украл. Для всех этих гор достаточно, для всех эти реки текут. Это кто-то не может один претендовать, что у нас это самые высокие горы, или у нас самые красивые башни, или у нас самые пресная вода. И мы родились в таком уголке земли, где очень странно видеть утверждения одних людей, которые хотят возвыситься над другими. И вот, пользуясь моментом, и вот прикарманивать вместо себя все, что нехорошо лежит. Я не думаю, что в Ингушетии нет проблем. Я не думаю, что они все свои дыры залатали, мусор брали с назранских улиц, эту воду провели, эти свои села. Я не думаю, что у них все так хорошо, так гладко. Сейчас всем вот этим миром ищут этого бедного пропавшего мальчика 8-летнего Хизир. Вот, знаешь, трагедия, она, конечно, всех нас сближает, но потом, когда до этого была в Чечне эта трагедия, весь Кавказ сплотился, а сейчас Ингушетия. И, знаете, вот не дай Бог оказаться вот семьи, как они переживают. Вот, знаешь, у них свои другие проблемы. А вот, казалось бы, вот если ты не больной, если тебя туда, дай Бог тебе вот здоровье, твоим родным, и вот зачем вот на ровном месте искать этих проблем, когда проблемы так нас сопровождают этой жизни, мы просто рождены, наверное, страдать, болеть, там, не знаю, радоваться, плакать, грустить, и вот, и не хватает нам этого, еще мы добавляем сами, ищем эти проблемы. И неправильно, это неправильно вот делать, воровать чужую музыку. Вот Имран Усманов умер, как он умер, все, со всех щелей, эти грузины, это бани группа. Все чеченцы, молодцы, молодцы, не молодцы. Они где, они заявляют, что это чеченская музыка, они нигде, они заявляют, что это Имран Усманов, чеченский поэт, писатель, певец, вот принадлежит ему. И вот как можно вот просто перепеть и заявить об этом права, и чечен просто поставить песню, и все, права нарушаешь. Ну вот такой. Ну как вам еще понравилось? Вот. Я не знал, что «Дай Бяхлат» это ваш ингушский национальный гимн. У вас же есть эта рок-песня? 18 лет. Галгайте, галгайте, галгайте. Это страшно, да? Вот я смотрел в чеченском гимне 2 раза, это слово Чечня присутствует. В дагестанском, в кабардинском, во всех. Вот только в одном азербайджанском гимне, где 9 раз присутствует слово Азербайджан, а в грузинском вообще ни разу не присутствует слово Грузия, их не гимне. У вас 18, какая-то рок-песня, какой-то да, это Квин пел, вот эти рок-песни, какая-то гимн. Я об этом сказал, это не просто так, я говорю, это я посчитал все гимны, и я сказал, 18 слов Галачи, где там останутся у вас место писать про свою красоту своих гор, про свои башни, или про свою, я не знаю, реку Аса писать. У вас нет, у нас в нашей гимне река Аргун присутствует. И это, да, у вас есть претензии, конечно, этому Аргуну, что вы дорого нажили. Бештат не вредно, конечно, ваши бурные фантазии, у вас они присутствуют. И это же клиника. У нас психиатрических, к сожалению, в Грозном их не так много. Вас туда помещать нам не выгодно. Вы ингуши живете, свои Ингушетии живите. Это проблема ваших властей. Больных людей, оказывается, немало. Я понимаю, у нас в Чечне там пережили войны, там видели это все. Это не каждый человек выдержит такой психологической нагрузкой. А у вас ничего не было. Вы, когда мы умирали, вы там попкорном сидели возле телевизора, ждали. Это счастливого конца для вас. То потом все прикарман чеченское. А я это говорил и буду говорить, потому что вот представляете, мне блогер пришло предупреждение от YouTube, что я использую ингушскую песню.
и они заматонизировали права, нарушая права ингушей, и использовал песню, которая в самом конце это было. Знаете, в самом конце я просто самый конец вот этот, я не знал, что это. Почему я его поставил самый конец? Потому что я рассказываю это про Хаву Абадию, которая репортерша, это старая женщина, хриплым мужским голосом, она вот любительница Иси Кадзоева, вот такая дамочка. Она вот когда про депортацию эту ролик часовой сняла на ингушском телевидении, вот эта музыка звучала от начала до конца. И там я удивился, я в своем несколько роликов об этом сказал, что вот когда она использовала грузинскую музыку, а почему-то написала, что это Дато Кинчашвили, и он использовал этот знаменитый его Таубу, это коллектив, детский коллектив, когда красиво эти песни поет. Вот это она указала. А когда другой раз сняла ролик про депортацию, это про грузин Гвилети, когда она рассказывала, она вот это Дато включила музыку Дато Кинчашвили и сразу указала, что Дато Кинчашвили какая музыка использует. А второй раз снимает ролик про депортацию, и там с чеченским от начала до конца вот эта композиция Даймок присутствует, и ни одного упоминания, что это чеченское. А любой ингуш, который сидит там и смотрит, слушает, какой красивая ингушская песня. Оказывается, это уже зарегистрированная марка у них. Ждали, пока Имран Усманов умрет, вот как эти грузины. И вот зарегистрировано, что это ингушская война сол. Немножко поскромничали, могли написать ингушское соу, и вот так как это будет вообще сверхнаглости, потому что это самая знаменитая чеченская композиция, это кто-то пел, кто-то сочинил, кому это права принадлежит, все знают, поэтому они решили вот так, но все равно свою Ингушетию приписали. Сперва Ингушетия, потом в войнах сол. Некоторые непонятные чеченцы, которым какая разница, это Ингушетия чеченцы, чеченцы ингуши. Нет, они утверждают, что мы два разных цивилизации. Это точно мы два разных. Это не дай Бог нам всем оказаться ингушами. Вот эта история, 250 лет, когда они от нас ушли, мы благодарим Аллаха, что они от нас ушли, что мы вот живем сейчас без этих. Знаете, тогда, когда составляли эти, входили в совет Тухумов, Тайпов, вот они были нечистоплотные, потом они в один прекрасный год, кто-то, наверное, русский рубль кинул, золотой полтин кинул кто-то, император, наверное, российский. И вот они почему-то из этого ушли и создали свою вот это, как сказать, ушли, чеченский ТЭП ушел, и не подтвердил, вот каждый год подтверждали все ТЭПы, что вот они принадлежат вот этому сообществу. И такой был вот демократ, наверное, тогда. И вот они ушли, и тогда были свободные люди, свободное общество, и им разрешали, да, сейчас ингушеты нам ставят, святой чеченцы не входили, они были свободное общество. Как и вы, ингуши, входили в нас, были свободное общество. И нахских этих племен. И вот хорошо, что вы ушли. Я рад, честно слово. И нам не надо, вы знаете, и потом сейчас это слово «война» тоже, а многие ингушам, почему даже, вот я сейчас думаю, почему они не писали ингушсол, все равно бы. Нет, потому что многим ингушам, они считают только войнах у ингушей, чеченцы они не считают. Это об этом кто сказал? Танзила Чабиев в своей лекции сказал, что войнах это чисто ингушская, чеченцы не имеют никакого отношения. Это они сейчас их приписываются, что они вот это, чтобы ущемлить этих ингушей. И вот для молодежи война сол это ингушская. Короче, и так написано ингуш. Ну, сейчас я, кто не в курсе, вот сейчас снова я вам покажу, чтобы это не было голословно. Ну, вот видите, да, это мой почтовый ящик от YouTube мне пришло. Видите, привет, одинокий Джейсон. Вот в твоем, вот это присутствует, мы заметили авторские права, короче, вот это, они описали
чьи права нарушил контент, использование контента Малика Бани, грузинские вот эти группы я использую. И вот эта ингушская война Сол, которая песня вот эта Имрана Усману, которую я вам показал, откуда они взяли, где что, я вам просто коротко показал. Ну, вы сами это видели. Так что я не придумываю, я это с потолка не беру. С такими братьями, с такими соседями нам врагов не надо сейчас. Врагов не надо. Вот это просто я вам фрагмент показал, сколько всего вот это они наворотили, сколько всего прикарманили себе. И потом многие, да, чеченцам не нравится, что я так говорю. Почему ты говоришь? Сейчас вот эта драма, о, ребенку, сейчас я даю, завтра сегодня я буду упускать, зачем завтра? Не буду ждать. И потом эта драма, почему ты такой сложный период, знаете, это жизнь. И бывает, и в каждый день где-то что-то происходит. От этого мы же не перестаем смеяться. И мы же не перестаем ходить в эти клубы, эти кафешки, сидеть с подружками, там болтать, щелкать семечки. И поэтому не надо ко мне, я живу за границей, я просто несколько дней это придерживаю эту новость, потому что вот ингушская я использовал мелодию, оказывается, я не знал, что Имран Усманов ингуш, он был по национальности. Интересно, бедный Имран Германич, там, не знаю я, переворачивается. Вот как это некрасиво. Как это, во-первых, некрасиво звучит. Во-вторых, это как это некрасиво со стороны это. И какой-то, может быть, даже не со зла. Вот это, потому что, вы знаете, этот Хава Абадиева, она-то знает, чья это музыка? Она старуха, она родилась в депортации, скорее всего. Она-то знает, чья это музыка? Кто это написал? Советского чеченгурская, она была школьницей, она в радио, наверное, слушала это. Она-то знает, чья это музыка? И вот она поставила, и вот ингушам кажется, это ихне. Ничего, что это чеченец написал, что чеченская песня. Вот так это. Вот так было. Воры на воров. А потом нет, не надо говорить. Мы бедные ингуши обидим. Это меня обижает то, что вот они творят. Это унижает мое достоинство. Вас, товарищ чеченец, это не оскорбляет? Вот это я хотел бы знать. Соседи тоже, они бывают разные. Знаете, соседи тоже бывают разные. И бывают хорошие, плохие, и завистники бывают. И вот мне не важно, какие соседи, не соседи, братья, не братья. Плохой человек есть плохой человек. Неважно, национальность, какой национальности принадлежит. Но вот наши случаи, вот именно, не просто так человек взял что-то вот в этот грузины, просто так взяли. Не со смыслом, не с злой умыслом. Просто захотели и взяли. И вот марку на телевидении имели, на государственном телевидении эту песню поют, это экзотично, да, это чеченская мелодия. И вот даже я сам этот фрагмент полностью не видел, может они в этой репортаже тоже не сказали, что это чеченская песня. Я не знаю эту предысторию вот этого появления на грузинском телевидении. И вот это странно, это немножко странно. И вот они считают его свои, вот ингуши считают свои, а мы, чеченцы, что должны им все, вот, как это, мы должны всем просто так отдавать. Многие наши чеченцы согласны. Это же здорово, что грузин. Ну, ничего, что это они воруют. Вот это, вас это они напрягает, а меня напрягает, если честно. Напрягает, серьезно. Ну, как так можно? Ну, как можно постоянно быть жертвой? Вот они, ингуши, прикидываются жертвой. Мы-то жертвы постоянно, сами что-то происходит. Всегда на нас всю свою злость. Это государство на нас почему-то уплескивает. И несмотря ни на что, мы не потерялись.
мы не стали на колени, мы продолжаем жить и успешно живем. И вот, да, успехом это, успех любит тишину, конечно. Мы всегда про нас эти ролики, мы же сами не снимаем, про нас это другие народы снимают, которые у нас побывают. Вот некоторым это завидно, некоторым это, их язык, диалект голландского, оно некрасиво звучит. А наш чеченский очень звонкий, даже русский послушает и очень звонкий. У нас очень звонкий язык. Как вот кто о хинди болливудские песни слушал, хинди очень звучит. Вот точно так же чеченский тоже, я хочу сказать, универсальный язык. И сразу этот филолог Азамат Дишни сказал, ему тоже задали в вопросе, почему ты считаешь, что ингушский, два вопроса он ответил, мне очень понравилось. Говорит, он просто так говорит, а вы послушайте ингушскую речь. Если вы внимательно послушаете, вы поймете чеченскую и ингушскую, какой язык, а какой диалект. И вот это, он так и сказал, он говорит, не бывает, чтобы язык вот так, как диалект, очень плохо звучал. Если это язык звучит очень здорово, если он вот, ну, универсальный такой, приятный, это значит, это язык. А то, что там, это диалекты от этого языка. И он правильно вот я объяснил, я сразу понял. Потом ему задали другой вопрос. Ну, знаете, да, это Азамат Дишни с Ахмедом Гархо, постоянно он там дебаты. Этим Идрисом Абадиевым у него дебаты были, с Нурди Кадзоевым были дебаты. Представляете, молодой пацан, там парень с Грозненского университета, он преподаватель Грозненского университета, сам филолог по образованию, владеет английскими языками, это литературу читает в оригинале. Вот он, представляете, в 2011 году, 2012 году дебаты вступал с этими подонками. И молодой парень, сколько ему было лет. И я удивлялся, почему эти мужчины все на него обрасывают. Теперь я понимаю. Им нравилось, что он... Вот он сказал, почему, и многие задали вопрос, почему вы считаете ингушские танцы, почему у них раньше не было этого танца. Он объяснил очень ясно и понятно. Знаете, говорит, я чеченец из Тейпа Дишни, а вы слышали, что Тейп Дишни имеет свою танцевальное вот это исполнение. Говорит, нет, не имеет. Он только имеет чеченское исполнение. Точно так же, эти ингуши были тэпом, у них своего не было. Они просто пользовались чеченской музыкой, чеченской вот этой звучание, мелодии. Это раньше они просто использовали, а сейчас присваивают себе. Вот в чем разница. И этот Али Дидимаев, которые танцевали, этот, приходят, мне прискакали вот эти ингуши, это чеченские, я говорю чеченский мелодии, нет, это Ева Масаго сочинил, а сочинил Умар Димаев, сын Али Димаев, знаешь, это сочинено ему, это знает, в каком году это сочинено, кому он отдал, даже это Азамат Дишни тоже 2-3 года тому назад об этом сказал, что вот это Идрису Азоркину отдали вот это, дочери Идриса Базоркина, вот она вот это. И вот так и стала эта мелодия ингушская. Но она же чеченцев, и когда, конечно, у нас она вот звучит, нет, это чеченцы не имели вот это. Махмуд Исимбаев, когда вы ингуши вообще, там ссылки он, там Фрунзе танцевал эти танцы чеченские. Как чеченцы не имели танцы, как чеченцы не имели музыку. Вот это Кайдари Кош, когда вы еще вообще, Айман Айдемиров в ссылке это пел, эту песню. Откуда вы взял, даже после депортации, вот этот Жансар Шамилев его пел, народный артистский чечен-мужская серия тоже. И вот это же, представляете, вот даже на это у вас есть претензии. Вот нет, какая-то идиотка пришла, моя бабушка, 1800 какого-то года. Да, твоя бабушка, 1800 какого-то года. Вот лжецы, лгуны, лицемеры, воры. Вот это национальная идентичность этих людей. Вот я устал это показывать. Сейчас хотя бы вот это сейчас. Какой-то фон сделай.
Ну, вот такое. Сейчас я должен округляться, к сожалению. Но вот это не очень приятная новость, которая мне пришла от Ютуба. И вот я удивлен, что вот такие претензии, оказывается, ингуши не просто говорят, не просто это сочиняют сказки, еще заявляют о своих правах. А где вот чеченцы, я не знаю, где это Академия наук Чеченская, Министерство культуры Чеченской Республики, с мощнейшей филармонией. Именно Аднан Шахбулатов, композитор, мощнейший. Вот что не может один лейбл создать, и там все это загрузить, все чеченские песни. Война уже закончилась, войны давно уже нет. Пора, знаете, да, вы строите, я понятно, но и немножко нужно думать о своем национальном достоянии. Это наши дети. Это потом, знаете, мы-то уйдем, мы не вечны. А вот что останется нашим детям от вас, товарищи? Это Али Димая живой, его мозг, его отца, эти ингуши присвоили себе, а он говорит, нет, это ничего страшного, чеченцы, ингуши, это война, пусть они поют, да, пусть. Какой щедрый, он сам его не написал, а его отец в сложных, знаете, вот эти времена. И почему-то я вот Крупного у них памятник стоит Назрань, а почему у Мара Димаева памятники нет Назрань? Сколько он ему сделал, все вот восстановил, у Ингушей ничего не было, все он восстановил. Вот нету памятника у Мара Димаева. Представляете, он создал ингушский танец. И еще музыку отдал. Вот, где памятники? Вот спрашивают, да, русским мы будем ставить. Вот чеченцам нет. Чеченцы это наши. Чеченцы не существовал, чтобы оправдать свою ложь. Мы сейчас придумаем, что их нет. Нет, это и те ингушские. Они в пятом, шестом, седьмом поколении были ингушами, да? Вот вы в пятом, шестом поколении, скорее всего, были казаками, осетинами, я не знаю, грузинами. Вы не были. Вот, да, это вы были. Не надо утверждать. Потом этот Идрис Абадия так говорит, оскорбительно про чеченцев, что они нагайцы, казаки и дагестанцы, аварцы. Это говорит, это не должно быть обидно. Это я говорю правду. Да, вот я вам сейчас показал, YouTube мне прислал, что вот они заявили, это я нарушил права на ингушскую мелодию. Беда Имран Усманов. Вот все вот это, он хороший поэтом был, певцом был, композитор. Сколько хороших, замечательных у него этих произведений. И даже в Ютубе, YouTube сам создал страницу ее автоматически. И там только 12 песен. И самая знаменитая песня Малика там не входит. А почему вам нельзя? В Википедии стоит страница вот этого Имрана Усманова, что сложно все эти песни там указать? Нет, даже там не указан. Это моя работа, я должен это делать, сидеть, все вам пока. Вот почему Академия наук-то просто там зайти и этот или Министерство культуры Чечено-Ингушского зайти в Википедию, подправить, хотя бы там укажите его песни. Малика это не грузинская песня, которую непонятно какие-то пацанчики исполняют, группа Бани, которые родились, не знаю, в каком-то году, в конце 90-х или 2000-х, молодые парни. И вот как и там нельзя. Номер один, вот песня, которую он сочиняет, же можно указать. Номер один такой же, номер два такой же им. Это очень легко. Это я должен вам говорить, товарищ. Вы получаете зарплату, а я за вас тоже работаю. Вот это странно получается. Ну вот такие небольшие дела у нас происходят. Это неправильно, это некрасиво. Не обижайтесь, товарищи мужчины, если это вам не нравится, мне тоже не нравилось бы критики. Кому она нравится, никому не нравится. Но это значит, мы должны делать вид, за то, что вы обидитесь, товарищи, соседи, делать вид, что все это ваше, вы великие нации, без вас бы чеченцы никто, да? Ой, ой. Интересно, кому не повезло
нам, чеченцы, что вы имущи, или вам имущи, что мы чеченцы? Вот хотел бы вот этот какой-то глупый вопросик риторический. Скорее всего, нам не повезло. Вам-то повезло, вы можете сейчас все присвоить себе. Это качиха будет таскать, воровать ковры. Это историки будут воровать историю. Эти певцы будут ваши воровать эти песни. Эти композиторы ваши непонятно какие будут воровать наши музыкальные композиции. Вот вам повезло, что вы родились в Ингушетии, и у вас братья чеченцы. Вы с нами жили 60-70 лет. Нам не повезло. Задним числом вы, все ваши несчастья, это Чечения, Ингушетии, вы эти претензии к нам. Вот интересно, кто нам возместит ваше жлобство, ваше никчемность, ваше вот, прижимаем это тунеядство, это чеченская. Вот кто нам это восстановит, чеченцы? Мы пострадавшая сторона. Мы вас не звали, мы вам не рукоплясали. Мы свои вот это, а в книжках потом пишете, Чечня была отстала, там какой-то процент, 80% сыпались. Откуда вы это взяли? Тысячи каких-то 80, 100 лет тому назад, чтобы откуда вы это все знаете? В своих книжках это пишете. Вот такие вы любители сказок, фантастики. И, конечно, это своего рода жанр. Вот вы его освоили, да, это мы признаем. Вот все остальное вам никакого отношения, даже это сделал, этот Идрис Абади, это теперь чеченцы потеряют от никакого отношения. Вот это сделал не имеет вам никакого отношения. Вы с наших чеченских адатов все это списали, с нашего Нахчала. И все, и потом и вот так и небрежно, вот этот, и, русский Бузуртаном вообще там, он обычно любитель говорить, просто предков, даже он какой-то ярый, непонятное существо, даже он предки удивился, вот такой пылкой речи Идриса Абади. Вот интересно, никто его не промазал вот этой стене, вот это. Вот люди потом не удивляются, товарищи чеченцы, что вас везде опускают. Вот будут опускать до тех пор, пока вы не проснетесь. Вас очень много, вам не стоит труда, не нужно войной идти, не нужно ничего делать, просто этими лайками, этими постами, этими просто, это же бесплатно, ваш никто вот это, сделайте добрые дела, вот видите, вот, пишите, нет, это ингуши не все так однозначно, это бедные несчастные, это вы бедные несчастные, товарищи чеченцы, вас всегда угнетают. Вас хотят отнять все, вас хотят приравнять с землей. Это у вас проблем, не этих бедных несчастных. Они не бедные давно и не несчастные. Вот такие дела. Пока-пока. С вами был одинокий Джейсон. Мира и добра всем. Я надеюсь, что когда-нибудь восторжествует справедливость. Она должна восторжествовать, потому что мы же не можем потерять свое человеческое лицо. Мы, знаете, не можем отдавать свои права вот этим никчемным негодяям, подонкам, жрецам. Их не только среди ингушей, и среди чеченцев есть, и среди других народов. Мы не говорим обо всем народе, и не предъявляем претензий, хотя в случае ингушей это же не единичные люди, это не единичные истории, это государственная политика Республики Ингушетия, это начиная с телевидения, вот кончая всех вот этих структур, вот все они вместе, в каком-то экстазе сплелись воедино, к светлому своему Божию идут, и никак не могут дойти до светлого своего ингушского будущего. Конечно, это не будущее, это пропасть, это конец. Это предателей, лжецов, лгунов ждет печальный конец. Пока, с вами был одинокий Джейсон. Мира добра всем.